Всем привет! Меня зовут Адиль Сейфуллин, и совсем скоро я стану сотрудником компании Транстелеком. Ну, я надеюсь. А это здание, где я стажируюсь. Правда круто? Вот это мой шеф Алмаз. Он бывает временами строгий, но всегда очень справедливый. Ну что ж, моя стажировка начинается. В общем, рассказываю. Мы с моим бро летим в южную столицу снимать влог, рассказывать о чемпионате Казахстана по киберспорту. Чтобы вы понимали, киберспортсмены — это те люди, которые играют в видеоигры, да, и за это еще деньги получают. Ну, короче, бездельники. Вот. И мы поедем на мероприятие и скажем это им все в лицо, что они бездельники. Потому что они же киберспортсмены, что они нам сделают, да? Поэтому давайте посмотрим, что из этого получится. Theme song, my leather black jeans on, my by any means on, part and I'm getting my scream on, into the kingdom, but watch it you bring home, you see a black man with a white woman at the top floor, they gon' come to kill King Kong, middle America packed in, can't see me in my black skin, number one question they asking, fuck every question you asking, if I don't get ran at my Catholics, it comes to conservative Baptists, claiming I'm overreacting like the black kids in Chirac, bitch. So follow me up, cause this shit about to go. I'm doing 500, I'm out of control. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping our coast. This shit way too big, when we pull up, give me the loot. Give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. Эти люди могут стрелять из любых видов оружия, порабощать целые народы. Конечно, если мамка разрешит. Мы на геймерской тусе, чемпионате Казахстана по киберспорту. Как вас зовут, девчонки? Влада, Ару. Вы так в жизни же не ходите? Нет, конечно. Разве что дома иногда, знаешь, Дома? Что за игры у вас дома такие? Ладно, хорошо. Окей. Теперь мысли эти не будут покидать меня. Девчонки, вот говорят, видеоигры, да, это бесполезная трата времени. Одни задроты этим занимаются. Вы как считаете? Ты давай. Не, мне кажется... Она умеет разговаривать, да? Давайте. На ней сало просто. Интересное типа хобби. Ну, даже вот этот ивент доказывает, что это не просто там позадротить, посидеть. И, например, для меня это вдохновение. Я и сама играю, но при этом образы оттуда для доты брать, это типа целый кладец. Ну, для косплея, в принципе. Пару советов для тех, кто только начинает заниматься профессионально видеоиграми. Вот так скажем, кто начинает играть. Ну, не забывать про реальную жизнь, это во-первых, потому что если играть 24/7, можно загнуться очень быстро. Можно одеваться, как вы. Можно и одеваться, но это много сил отнимает. Ну вы скучная, очень скучная. Давайте с вами. Спасибо. Ваши пару советов. Ну, я считаю, что нужно просто многие люди, которые играют, они должны понимать, что с людьми надо уметь общаться, потому что пробиться на тот же самый турнир, просто хорошо играя, ну мало кто может. Нужно прям уметь общаться со своей командой, чтобы тебя потом не кикнули просто оттуда, и участвовать в турнирах, и иметь нормальное железо дома, на котором можно катать, чтобы не лагало. Вот иметь нормальное железо, на котором можно катать, мы вот подпишем здесь. Да, Пао Куэльо. Иметь нормальное железо, чтобы катать. Спасибо вам, девчонки. Давайте, удачи. Жан, вы очень крутой геймер. Расскажите, пожалуйста, вот в чем суть отношений с девушкой? Вот так. В чем суть отношений с девушкой? Блин, ну это не ко мне вопрос. Не знаю. Не к вам? Нет. В смысле, Ну, типа что-то... Я-то геймер. Какие девушки? Ну в этом плане. Как поправить? Геймер через Е и кратко. Не-не-не-не-не. Просто геймер. Все, хорошо. Вы являетесь киберспортсменом? Да. Вот смотрите, если я, допустим, встречу обычного спортсмена, да, то я ему ничего не смогу жесткого сказать, да, потому что могу получить от него физически. Вот вы киберспортсмен. Вас когда-нибудь унижали, вот когда-нибудь оскорбляли, надеясь на то, что киберспортсмен ничего не сделает? Не, ну как бы бывали случаи в жизни, он даже как Ну бы... типа, ты геймер, черт, иди сюда. Нет, такого прям не было, Урод. Нет, такого Сволочь. тоже не было. Нет, такого тоже не было. Ну как бы я смогу постоять за себя, смогу дать сдачу и не советую так говорить, тем более при встрече. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Вы можете не участвовать, у него не очень влог. Вот этот влог никто не смотрит, который вас снимал. Не участвуйте лучше. Приветствую. Как зовут? Орхан. Как? Орхан. Орхан.
Очень женственное рукопожатие. Дамир. Дамир. Аслан. Аслан, вот ты, видно, геймер, у тебя накачана рука. Ребят, вы пришли на это мероприятие как зрители, да? Да. А почему пришли? Дома скучно. Дома скучно? Да. Дома бьют? Нет, Нет? Точно? точно. Ну смотри. А во-вторых, что это первый ВС в Казахстане? Да, официально. Чемпионат по киберспорту в Казахстане. Первый. Вы такое мероприятие не могли пропустить. Никак. Так Вообще как никак. геймеры, да. А ваши девушки не обижаются, что вы, допустим, в воскресенье тратите здесь, а не на них? Нет. Мы же дотеры. Нет, вот она, не обижается. Фаворит, любимая. Ясно, вы походу... Ладно, ясно с вами, пацаны. Кстати, как имя я забыл? Дамир. Дамир. Ну, не принципиально, ладно. Дамир, когда мы вас будем подписывать, да? Что нам написать? Регалии какие? Не, можете просто написать Шимкекский демон. Шимкекский демон. Шимкекский? Да, Шимкекский демон. Может, Шимкенский? Нет, Шимкекский. Шимкекский. Да, Шимкекский. Через К. Да. Все. У вас, походу, еще и по русскому языку плохо. Знаете, вот многие говорят, да, геймеры — это такие задроты, да? Которые особо там ничего не могут и вообще, знаете, их можно унижать, там сказать, черт, вот черт. Нет, я не черт. Вот видите, ну как черт отвечает. Мы задроты! Здрасте, вас как зовут? Марат. Марат? Рики. Рики. Вы не определились, что ли? Родители говорили, как вас зовут? Меня Марат зовут вообще. Марат. А Рики что? Рики Мару — это мой персонаж. Вы герой? Да. Нет, какой герой? Из какой игры? Из Доты. Дота, да. Да. Вы занимаетесь тем, что в Доте лечите. Я подсказываю, лечите. Лечу, да. Да, лечите. Лечите. У меня вот здесь болячка вылезла, вы можете помочь? Давайте помогу. Давайте, вы лечите, давайте. Все, вылечил. Ты адекватно, брат? А? В этом плане не очень. Все, брат, от души, от души. Ты какой герой? Я Тинкер. Тинкер, все. Дота, да, точно. Брат, подскажи, пожалуйста, у тебя какая суперспособность? Ну, моя суперспособность телепортироваться. Ну давай проверим. Раз, два, три. Че? Меня нет, у тебя кажется. Ты что, под наркотиками, что ли? Ребят, здрасте. Можно буквально пару слов для... Прям сейчас начинается эфир. Прямо сейчас начинается. Рестарт это сделайте Давай после карты все сделаем. После карты. Все, давайте, ладно, вам удачи. Давайте. Какие-то выпендрежные пацаны, но надеюсь, у них ничего не получится. Фиговые вы комментаторы, фиговые. Ты где? Бро, как зовут? Фарух. Фарух. Фарух, я, насколько знаю, ты начинающий киберспортсмен. Да, пытаюсь пробиться. Знаешь, многие говорят, что вот добьешься успеха, зазвездишься и все. Вот ты зазвездишься, как думаешь, по-честному? Ну, не знаю, мне кажется, нет, потому что это все дается с большим трудом и... Ну, надо все помнить, как начинал. Так что... Ты нормальный пацан, то есть? Ну, да, думаю, да. Фарух! Фарух, брат! Братан, Фарух! Брат, мы вот только что интервью писали. Братан, ну что ты не стоишь? Ты в 3 метрах стоишь. Уже зазвездился. Здравствуйте. Сегодня очень много здесь косплееров, людей, которые одевают костюмы каких-то героев, известных личностей. Вы косплеер Игоря Талькова, да? Талькова? Чистые пруды, застенчивые ивы. Нет, я, наверное, Курт Кобейна. Вы сегодня кого-то гримировали, да? Но это сложно назвать гримом, это, скорее всего, такая легкая имитация. Меняли цвет кожи чуть-чуть, ну... Легкая имитация, меняли цвет кожи? Как у Майкла Джексона? Образы ребята сами выбрали. Просто меня пригласила Зауре, моя напарница, на этот проект и этот праздник. Давайте скажем такую фразу. Троллейбус. Троллейбус. Трамвай. Давайте. Кто издевается, потом ребенок будет картавить. Спасибо. Все, вам спасибо большое, вы молодец. Денис Анатольевич, вообще как вам такое мероприятие? Вот чемпионат Казахстана по киберспорту, как проходит? Ну, я считаю, что на таком достойном уровне. Единственное, хотелось бы побольше людей. Вот. Ну, вот судя по тому счету, который сейчас на экране, К-23 просто выносит своих соперников. И мы как раз спонсируем нашу команду К-23.
То есть, Ну, как и в бизнесе. Транстелеком всех выносит, и тут как раз 3 всех выносит. Все, премию потом дадите, да? Все, хорошо. Пару слов по поводу киберспорта. Почему за ним будущее? Для чего это вообще делается, да? как мы все знаем, сейчас IT-сегмент, он развивается, да, IT это актуально очень, а киберспорт от IT это совсем недалеко, совсем рядом, это наше будущее. Вот. И я считаю, что это, можно сказать, ложная информация, то, что киберспортсмены какие-то там немного в недостаточной степени там асоциальные люди. Вот вы когда общались с киберспортсменами, да, когда они просили милостыню, помогите, пожалуйста, у нас денег нет, отправьте, вы такие, ну ладно, хорошо. Вы как вообще можете их оценить? Нормальные же ребята, обыкновенные? Да? Нет, обыкновенные ребята, очень адекватные, молодые, перспективные, горящими глазами, такие же включенные, можно сказать, да, как в любом виде спорта. Вот, они, можно сказать, профессионалы своего дела, а мы поддерживаем всегда профессионалов, кто серьезно относится к своему делу. Тем более, Транстелеком это IT-компания, а киберспорт это наиболее близкий к IT-спорту. То есть, естественно, что мы не могли не поддержать. TTC! Давай. Все, команда К-23 победила. Это команда, которая представляет компанию Транстелеком с разгромным счетом. Пойдем, братан, пообщаемся с ними. Сразу интервьюшку отпишем. Пойдем. Ребят, во-первых, привет, вы большие молодцы, выиграли. Вообще, какие ощущения после победы? Вообще, мы реально счастливы, потому что это очень приятно сыграть здесь, перед родными зрителями. Ну и, в принципе, была потная борьба, они очень большие молодцы, видно, что у них огромный талант, потенциал, но нам сегодня просто повезло больше. Смотрите сразу по поводу киберспорта. Он сейчас развивается бурным темпом, да, в Казахстане. Вот вас компания Транстелеком, да, поддержала. Как вы считаете, вообще киберспорт когда-нибудь войдет там в олимпийскую программу? Я думаю, да, конечно, уже на Олимпиаде есть, так что Олимпиада скоро. Самые такие слова, которые вам, допустим, говорили, когда вы начинали этим профессионально заниматься, не знаю, друзья, родственники, как пытались отговорить, и вот как, через что вы прошли? Если честно, мои родители всегда меня поддерживали. За счет этого я пробился, это большое, даже огромное спасибо моим родителям, они всегда понимали меня. Во-вторых, да, меня отговаривали друзья. Почему? Потому что я очень мало с ними гулял, уделял им время. Естественно, девушка. И, я доказал не только себе, всем, кто не верил в меня. И вообще киберспорт это круто. TTC! Девчонки, привет. Во-первых. Прям классно. Так, ответил. Вы говорящие? Алло. Здравствуйте. Это не телефон, почему алло? Ладно. Девчонки, во-первых, самый главный вопрос. У кого парень есть? У вас муж? Ладно, все, вы нам не нужны. У меня нету. Остаетесь? Хорошо, есть. Это плохо, что есть? Есть. Нету, все. Вот 2 нам интересны, остальные... Я шучу. Пойдемте. Вон, сними голодных парней, которые стоят и все. Ну и, девчонки, по поводу отношений вот с геймером. Недостаток внимания. Это в первую очередь у нас идет. Так как они сидят, рубятся в это все. Мы девушки же. Нам надо внимание, правильно? Правильно. Так что, мальчики, обращайтесь. Вы сами с собой разговариваете с камерой, правильно? Правильно, сами подтвердили. Классно. Да. Не, вы не уходите, останьтесь, пожалуйста. Вы нормально, красивые, пойдемте. Если человек не хочет на этом зарабатывать, тратить на это по 10 часов в день, Если человек не хочет на этом зарабатывать, потом тратить на меня деньги не хочет, то нафиг он мне нужен? Да, пока мы расстаемся. Мальчики, уделяйте нам больше внимания, потому что 8 часов в день, как вы говорите, этого недостаточно. Как зовут вашего парня? Керим. Керим, брат, уделяй, пожалуйста, ей внимание. Она, капец, достала уже 5 раз про это говорит. Отвечай. А в чем суть вообще отношений парня с девушкой? В чем суть? У меня не было парня. Ладно, хорошо. Не плачьте, что вы прям? Я не плачу, сразу я счастлива. Расстроен. Я счастлива. В первую очередь должна полностью отдаться мужчине. Прям отдаться? Ну, не в буквальном смысле. Можно я куртку сниму, да? Так. Мне уже нравятся ее мысли. А то вы толкали что-то про отношения там. Взаимно сделать его счастливым. А в чем суть видеоигр? Я не понимаю эту тему, поэтому... Поэтому я пришла на чемпионат Казахстана по киберспорту. Классная логика. Транстелеком вперед! Только что вы сказали, да, вот при всех, что парня у вас нет, да? Нет, да. Вот нас очень много людей смотрят, особенно сотрудники компании Транстелеком, а они зарабатывают очень хорошо. Серьезно. Поэтому я вас оттяну. Там еще у одной неудачницы парня нет, но ничего страшного, она страшная, и у нее не будем
Давайте с вами, вы красивые, вы красивые. Вот. Вас еще раз как зовут? Меня Даша. Даша. Да. Сколько вам лет? 17. 17. 17? 17? Вот это поворот! Все, до свидания тогда, извините, пожалуйста. Нагима, очень удивительно вас здесь видеть. Как вы здесь оказались? Команда Гамбит — это мои очень хорошие друзья. Ну, я просто пришла их поддержать. Но нет, я играю в КС и в PUBG. В КС играете? А за кого чаще всего? Без разницы, за кого проигрывает. Да. А что больше нравится, Калашников или М16? М16. Сегодня вот команда К-23, да, то есть вы за них. Они, по сути, почти выиграли в сухую, да? Вы как считаете вообще, это команда уже мирового имени, да? Вы участники. Действительно, мне бы хотелось, чтобы еще какие-нибудь начинающие команды типа Монтегасов поехали куда-нибудь на слот в Китай, поучили бы. Это же классно. Я очень люблю команду Гамбит, но я понимаю то, что... Ну чё, уже много где побывали. Хватит им. А вообще по поводу вот, геймеров. Многие говорят, да, что геймеры — это задроты, сидят по 8 часов у компьютера, нет девушек. Это правда? С ребятами, которыми я общаюсь, ну, мало у кого есть девушки. Очень мало. Но зато сильные руки. Знаю, чувствительные пальцы. Вообще, знаете компанию Транстелеком? Типа Казахтелекома проводит интернет. Вот не говорите больше так никогда. Типа Казахтелеком. Не надо так говорить. Транстелеком и все, мы единственные. Ладно, Все хорошо? Все нормально. Ты что, везде здесь? Иди домой, брат. Делай уроки, что ты? Как зовут? Альбахат. Альбахат. Все. Альбахат. Вообще, как думаешь, киберспорт, да? Да. В Казахстане развивается, это хорошо? Хорошо, конечно. Все, от души тогда, брат? Да, от души. Да? Все, конкретно? Да, конкретно. От души? От души, от души. Все, давай, братан. Ну что ж, на часах 4 утра, у нас буквально через 40 минут вылет. И знаете, я вот заметил такой момент, что в утреннем аэропорту все люди хмурые, серые, некоторые даже на негативе. Мы, как сотрудник компании Транстелеком, всегда на позитиве. И вот чтобы этим позитивом немножечко поделиться с людьми, я вот купил вот такие вот замечательные шоколадочки. И эти шоколадки я хочу вручить людям, которые смогут справиться с моими заданиями. Задания несложные. Какие именно, сейчас увидите. Собственно, все очень просто. Мы от компании Транстелеком вот такие шоколадки будем вручать, если вы выполните наше задание. Задание очень простое. Давайте начнем с того, что сможете ли вы ответить на такой вопрос. Чем занимается компания Транстелеком? 3 вида деятельности. Давайте так. Связано с связью. Раз, связь есть. Интернет. 2. А еще, знаете, я вам подскажу, даже здесь в аэропорту есть своя система. И чтобы эту систему не взломали, есть... Киберзащита. Вот вы молодец, прям невероятно. Я вам вручаю шоколадку. Все. Можно вам пожать руку. Спасибо большое. Самое главное, давайте улыбнемся. Улыбнитесь, пожалуйста. Позитивом. Спасибо большое. Можете ли вы произнести букву «П» с открытым ртом? Не могу. Давайте попробуем. Ну вот просто букву «П» с открытым ртом. Сначала надо рот открыть, а потом букву «П». П? П. П? Не могу. Ну ладно, самое главное, вы попытались, улыбнулись, вот вам шоколадка. Все, спасибо большое, можно вам руку пожать. Все, улыбайтесь, классно, позитива. Здрасте. Здравствуйте. Как вас зовут? Асан. Адиль, очень приятно. Асан, ну вы, в принципе, уже изначально позитивный. Хотя у нас акция такая, мы пытаемся, наоборот, утром людей развеселить, но вы молодец, что классно, уже на позитиве. Но я думаю, шоколадка не лишним будет. Любите шоколад? Обязательно, да. Шоколад поднимает настроение, тем более с утра. Молодец, классно. Собственно, Асан, все очень просто. Я вам задам один вопрос, можете ответить, шоколадка ваша. Все по-честному. Вопрос очень простой, легкий. Сможете ли вы с открытым ртом произнести букву «П»? Думаю, что нет. Давайте попробуем. Я уверен, что не получится это. Ну давайте. Но это такая буква, что ее нельзя так произнести. Вас прям не подловите. Ладно, хорошо, давайте другое. Назовите, пожалуйста, 3 направления, по вашему мнению, чем занимается наша компания Транстелеком. Как думаете? Транстелеком — это связь, интернет. Есть. Интернет. Ну и, наверное, сама вот эта телефония, телефон, гаджеты, еще что-то.
Ну, в принципе, вы правы. Вам спасибо, давайте шоколадку вам вручу. Руку пожму, все, классно, на позитиве, всегда на позитиве. Можете ли вы букву П произнести с открытым ртом? Не получается. Ну, главное, вы улыбнулись, главное улыбнуться. Вот вам шоколадочка. Можно пожать руку. Все, спасибо вам большое, улыбайтесь. Компания Транстелеком. Как вы думаете, чем она занимается? Ну, какие варианты есть у вас? Перевозки, логистика. Нет. Телеком. Телеком, не рассказывай. Транс. Связь. Ну, связь. Связь. Интернет. 2. И Теле- третье направление. Телефония. Ну, в принципе, да, можно сказать. Ну, связь, телефония, окей. Я вам вручаю шоколадку, давайте вам. Спасибо большое. Все, круто. А вы, кстати, откуда? Украина. Украина. Вы с Украины. Гость с Украины. Ну, тем более, казанский шоколад, это наш легендарный, поэтому, я надеюсь, все будет круто. Все, спасибо большое, улыбайтесь. Что, чай или кофе у вас? Кофе, да? Все, классно. Ну, кофе, я думаю, тем более, с кофе вообще шоколад, знаете, как круто залетает, вообще просто шикарно. Мы вот сегодня шоколадки такие вручаем людям. Произнесите, пожалуйста, букву П с открытым ртом. Не получается. Не. Ну, главное, вы улыбнулись. Все, можно вам шоколадку вручить? Ну, спасибо. Все, давайте почаще улыбайтесь, хорошо? Спасибо большое, спасибо. Ну что ж, наша акция прошла она успешно, классно, с позитивом, все довольны, нашей компании благодарны. Ну, мы, короче, как всегда, закреативили, с интересом сделали. Вот. Но у нас уже посадку объявили, поэтому я побежал. Спят усталые игрушки, книжки спят.